Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске расскажу о туризме, дальневосточном гектаре и нашей местной продукции. Давайте начнем. Якутия известна миру своей красивой и разнообразной природой, контрастным климатом, экологичными продуктами, сохранностью традиций, национальным колоритом. Люди со всего мира приезжают, чтобы познакомиться со всем вышеперечисленным. Для того, чтобы обеспечить комфортное пребывание и логистику, надо развивать туризм. В последние годы нам это успешно удается. Одна из прекрасных возможностей развития туризма – это программа «Дальневосточный гектар», которая позволяет получить в собственность участок площадью до 1 гектара в одном из регионов Дальнего Востока России. Меня зовут Евгений Савинов, я родился и вырос в Якутии. О программе «Дальневосточный гектар» мы заранее узнали из СМИ. Когда эта программа началась, мы сразу же знали, какой участок мы возьмем. Эту землю мы хорошо знали, с бабушкой и дедушкой и по ягоды приезжали, и на охоту. Наша первая идея, конечно, была сделать охотничью избушку, как бы для себя. Потом, посоветовавшись с семьей, с женой, мы решили эти места показать нашим жителям республики, гостям, чтобы люди узнали, увидели эту красоту природы. Решили сделать базу отдыха. Оформили порядка 5 гектаров под туристическую базу. И вблизи у нас находится 5 гектаров под личное подсобное хозяйство. База отдыха у нас располагается в 50 километрах от города Якутска. Местность называется Бестумус, Сосновый мыс. Эта местность давно известна среди охотников и рыболовов. Здесь водится и пернатая дичь, и водоплавающая, и боровая дичь, косуля, лось. Также сезонно у нас бывает и рыбалка. На базе 4 гостевых домика, они у нас круглогодичные. Есть у нас и финский домик, есть стандартный домик сруб. И 2 новых дома, у них название «Небо в звездах», изюминка в окнах на кровле. То есть люди могут видеть звезды на небе. Конечно, коммуникаций здесь никаких нету, электричество провести сложно. Мы используем альтернативные источники энергии, это как солнечные батареи и электробензогенератор. Дома у нас оформлены как бы гирляндами, электрическими лампочками в стиле ретро-лампочек. И вечером, когда темнеет, дома у нас освещаются. Также летом мы ставим просторные глэмпинг-палатки, шатры. Мы давно мечтали иметь в тишине, в тайге, где-нибудь на речке домик. Благодаря вот этой программе «Дальневосточный гектар» мы осуществить свою мечту смогли и построили вот базу отдыха. Дальневосточный гектар предоставляется участнику программы в безвозмездное пользование на 5 лет. После этого периода земельный участок можно оформить в собственность, либо снова подать документы. Для того, кто просрочил переоформление участка, стартовала гектарная амнистия. Однако на сегодняшний день поступает мало заявлений. Причиной специалисты считают недостаточную осведомленность населения о действующей программе. В теме разбирались наши корреспонденты. Жительница Якутска Марина Оконешникова всегда мечтала о собственном доме в родном Чурапчинском улусе. В 2016 году она получила участок по программе «Дальневосточный гектар». По объективным причинам женщина не успела построить дом и пропустила сроки переоформления. Поэтому для нее стала хорошей новостью называемая в народе гектарная амнистия. Такая удача, подумала, и на следующий день вот этот звонок, что я даже обрадовалась, то, что вот могут так помочь. С Министерства имущества и земельных отношений благодарна то, что вот они могут помочь к оформлению этого участка. Суть гектарной амнистии в том, что для тех, кто пропустил сроки переоформления участка в собственность либо аренду, предоставили дополнительный срок до 1 марта. Воспользоваться этой программой можно либо самостоятельно, либо обратившись в уполномоченные органы. Заявление подается на сайте на дальневосток.рф. Это
нужна утвержденная запись на госуслугах, и там вот на сайте на дальневосток.рф подается заявление. Либо можно подать заявление через МФЦ, а также через уполномоченные органы. Да? Уполномоченные органы у нас это органы местного самоуправления, это у нас входят администрации муниципальных районов, администрации муниципальных образований, поселений. Да? И если земельный участок получен на территории лесного фонда, то нужно обращаться в Министерство экологии. В министерстве также отметили, что активизировались и мошенники, которые обзванивают людей и предлагают им свои услуги по переоформлению за оплату в крупной денежной сумме. Предлагает им переоформить вот эти договоры безвозмездного срочного пользования за деньги. Там предлагает сумма от 250 до 300 тысяч. Соответственно, просьба граждан на это не поддаваться. Это можно сделать абсолютно бесплатно и легально в наших органах государственной и муниципальной власти. Количество просроченных договоров по всей республике удручает – почти 4000. Но пока люди не спешат обращаться. Основной причиной сотрудники министерства считают неосведомленность граждан о действующей программе и ее условиях. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Мы познакомились с мастером ледовых скульптур. А на днях наш коллега Руслан Ачиров познакомился и побывал в мастерской у известного нашего скульптора Николая Чочасова. Увидел, как и из чего создаются его знаменитые работы и узнал, над чем же сейчас работает мастер и какая достопримечательность в скором времени появится в городе Мирном. Так что мирнинцам это, думаю, будет особо интересно. У меня в руках находится копия этого знаменитого Оскара, которого вручили Леонардо Ди Каприо в свое время. Ну а сегодня мы с вами узнаем, познакомимся поближе с такой профессией, как скульптор, потому что без руки скульптора вот такая статуэтка не была бы возможна, то есть ее бы просто не существовало. Вот. И поэтому сегодня мы пообщаемся с знаменитым скульптором Николаем Чочасовым. Николай, ну расскажите нам, наверное, вначале про профессию скульптора. Да? Это профессия или призвание? Образ жизни. Образ жизни. Да, потому что, ну, как и ученых, писателей, у нас нету такого разделения. Вот я пришел на работу, я работаю. Работа тебя занимает весь процесс твой жизненный. И даже если занимаешься какими-нибудь другими делами, ты все равно думаешь о том, что ты будешь делать или что ты уже делаешь. И в голове все время крутится, и поэтому кажется, что для людей кажется, что человек работает только в мастерской, а на самом деле у нас у всех творческих личностей процесс бесконечный, как бы, на весь день, на всю жизнь. Ну вот это я знаю, что это Джон Сноу, да? Да, это это восковая модель статуэтки для Джорджа Мартина, писателя, который написал сагу «Льда и пламени», по которой снят сериал. То есть у вас здесь рабочий материал находится, да? Да. Вот это сначала появляется Модель, да. вот эта модель. Да. Вот обратите внимание, друзья, вот эта модель, она сделана из гипса. Да, ну, сначала было сделано из глины, а потом гипс, чтобы, ну, сохранился. Глина сохнет, ломается. Вот восковая часть. И, о, я, кстати, вижу знакомый силуэт. Можно взять, да? Да. Все горожане знают эту скульптуру, скульптура дворника, которая находится около кинотеатра «Центральный». Вообще, очень интересная идея, она как вот пришла к вам? Сначала это был дворник, как в мультиках, там человек в шапке с метлой. Но лицо не получалось, и решил, что с двух сторон. Все равно мы не знаем, как дворники наши выглядят. Фасада нет. Здорово. Ну, а мировая известность, конечно, вот эта вот статуэтка, это копия, да? Да, это копия, ага. Это Копия Оскара. для себя. Ее хотели кому вручить? Почему хотели ее И вручили, вручили. да, ага, стоит в офисе у Леонардо Ди Каприо. Эта скульптура, она поедет в город Мирный, это городской там, персонаж, можно сказать, да, это был такой песик Филя, который трагически погиб, и мирнинцы его знали, поэтому хотят его увековечить. Николай, огромное большое спасибо Вам за спасибо. такую возможность прикоснуться к искусству, потому что я до сих пор у меня мандраж на самом деле.
Местная качественная продукция пользуется большим спросом, особенно у городского населения. Но в это время в хозяйствах еще массовый отел не начался, поэтому на прилавках рынка мало молочной продукции. Как говорят продавцы, в неделю только 2 раза привозят свежую сметану, сливки и кефир. Из-за этого повысились цены. Например, пол-литра 30% сливок стоит 300-350 рублей. Литр кефира более 100 рублей. Покупателю с малым доходом также трудно купить сметану. Также продавцы сетуют на повышение общей инфляции, так как аренда места тоже не дешевая. Несмотря на дорогую цену местной продукции, покупатели не уходят с рынка с пустыми руками. Говорят, дорогое, но свое вкуснее и качественнее. Покупаю здесь творожок уже 10 лет в одном месте. Творожок всегда очень вкусный. Продавец очень обаятельная, хорошая женщина. Мы даже с ней по телефону договариваемся. Я спрашиваю, есть творожок мой? Есть. Нету, нету. Приезжай потом, бабушка Галя. Ну, был дешевле, но это было 10 лет назад и 5 лет назад у нас все было дешевле. А сейчас все дорожает. И я считаю, что цена у нее приемлемая, хорошая. Не знаю, мне лично наш творожок якутский очень нравится. Была в Москве, там не понравился творожок. А вот в Москве стартовала крупнейшая международная выставка продовольствия «Продэкспо». Масштабное событие проходит уже в 30-й раз. Сразу в 8 павильонах экспоцентра разместились стенды более 2000 предприятий из 35 стран мира. На полках базовые на каждый день колбасы и сыры, и рядом изысканные блюда. Наш корреспондент Айсена Бурнашова оценила продукцию Якутии. Все детали самой вкусной выставки в ее материале. Тонизирующий напиток с аспарином. Этот ингредиент получают из пантов оленя. Он только запатентован в Якутии, и он только у нас добывается. Сразу несколько видов жеребятины удивила верхоянская, необычного оранжевого цвета. Молочные жеребята до 6 месяцев, они обычно вот именно съедают вот траву, которая называется чибага. Тогда именно у них вот сало становится, имеется в виду, жир становится оранжевым. А еще дикоросы, чай, колбаса и рыба. Все натуральное и экологически чистое. Республика впервые представлена на выставке так масштабно. Сразу 6 производителей привезли свои лучшие продукты. Продукцию, которая представлена на витрине, можно тут же попробовать. В рамках дегустации здесь и рыбка, и мясо, и колбаса, и якутский сыр, и, конечно, коронное блюдо от шеф-повара – мясо, приготовленное на камне. Да, это традиционная история, это халахаты. И мы хотели показать гостям, что при помощи простого камня и простого костра можно приготовить очень вкусное блюдо, применяя, конечно же, якутскую жеребятину. Из желающих отведать якутские деликатесы собралась длинная очередь. Рыба, мясо, строганина. И ради этого стоит стоять в очереди? Да. Я пробовала рыбку, очень потрясающе, очень классно. Канюн там попробовала и вяленого оленя. Потрясающе, очень вкусно. Такие отзывы говорят о многом, в том числе и о том, что якутские продукты ждут в крупных сетевых магазинах. И, возможно, сегодня посетители попробовали то, что завтра появится на полках супермаркетов Москвы. В результате этой выставки мы надеемся, что первое будет повышена узнаваемость Республики Саха-Якутия как региона, у которого есть свои производители, и они очень хорошие. И во-вторых, мы надеемся, что будут заключены контракты на поставку продукции. А еще Продэкспо – это международный конкурс продукции, например, на лучшую упаковку и потребительские свойства товаров. Якутяне также борются за первые места. Результаты конкурса станут известны в последний день работы выставки 10 февраля. Мы сдали продукцию также на конкурс и надеемся, что 10 числа мы получим высокие награды. Конкурентов вы не боитесь? Конкурентов мы не боимся. Мы только за конкуренцию, за здоровую конкуренцию. Без конкурентов жить будет грустно. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Сегодня я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 17 часов. До новых встреч в эфире.